Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. О чем мужчина срочно желает поговорить? Если тема вам интересна и если вы желаете узнать, пожалуйста, присоединяйтесь к моей отсыпочке. Загадайте на мужчину, представьте его, назовите по имени. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. О чем, милый дорогой, ты желаешь со мной срочно поговорить? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, о чем же он срочно желает с вами поговорить? Так, вот это интересно. Мои дорогие, если накануне между вами было какое-то разногласие, какая-то рассорка, может быть, недопонимание могло бы случиться с вами, либо в вашей жизни, и сейчас вы находитесь в состоянии молчанки, и вы друг для друга просто закрылись, да, схлопнулись, то это ваша отсыпка. Если у вас все хорошо, то, пожалуйста, переходите на другие видео, на другие каналы. Это видео не для вас. Смотрите, вот в центре, вот он, главный наш рисунок. Вот женщина, вы, а вот мужчина, он. Между вами дверь. Видите, вы даже отвернулись друг от друга. И что интересно, здесь знаки баранчиков. Видите, здесь рожки баранчика и здесь. Вы два упрямых баранчика. Пожалуйста, не обижайтесь, но я лишь читаю знаки. И знаки мне говорят о том, что вы оба виноваты в этой ситуации. Оба пошли на принцип, оба не желали договариваться, обиды, какое-то себелюбие, да, самоуверенность, желание быть победителем в той или иной ситуации. Понимаете, и вы, и мужчина. Мужчина здесь больше, конечно, палку перегнул, либо больше обиделся, потому что он дальше, видите, он дальше от вас стоит, он больше отдалился. Но, тем не менее, в этой ситуации обоюдная вина. Вот как хотите. О чем он желает срочно поговорить? Да о том, что он считает, что такое положение дел, оно невозможно. И ни в коем случае не должно происходить между вами. Знаете, он считает себя жертвой, возможно, имеет на это право, но тем не менее, вот его разум, его сердце говорит о том, что эта ситуация не стоит вот этих переживаний, обид, расставания, расстояния, да, не должно было быть так. И что любящие люди должны уметь договариваться, должны уметь друг друга слушать, понимать и идти навстречу. Компромисс. Хотя он больше обиделся, но он это сейчас осознал. Ему бы очень сильно хотелось, чтобы вы перед ним извинились, либо вы первое пошли навстречу, либо хотя бы подали знак, что вы готовы на примирение, что вы готовы обсудить, что вы готовы поговорить, что вы успокоились, что не так все страшно, ему очень это важно. Сам проявляться он не может. У него какая-то глупая гордость, какое-то глупое понятие, да, вот какой-то своей мужской чести, не знаю, как это правильно сказать. То есть у человека есть перед глазами, либо вот в его прошлом была перед глазами ситуация, когда он все это видел. Может быть, в своей семье, может быть, там мама управляла делами в семье, там папе Тумакова отвешивала, может быть, там бабушка дедушку, да, там он вырос в какой-то атмосфере, и ваша вот эта ситуация, да, она ему очень наполнила именно те моменты. Он понимал, что несправедливо все происходит. И вот он себе даже, может быть, слово давал, что да, в моих отношениях, в моей семье так быть не должно. И тут на тебе, да, происходит эта ситуация с вами. Знаете, если вы вдруг, у каждого своя ситуация, каждый сам для себя знает, что может, что не может. Вдруг решитесь на то, чтобы пойти на примирение, то знайте, что человек может еще повыкаблучиваться. То есть вы, значит, ему руку, как он желает того, да, дадите, а он еще может там вас принудить к тому, чтобы вы еще и первое извинились. И сделает это он не для того, что ему нужны там ваши извинения, а чтобы, как, знаете, уравновесить эту ситуацию. Типа, я же мужик, да,
я должен быть на высоте. И этот человек, он либо не умеет, либо не любит, либо вообще не считает нужным ни перед кем извиняться. Да? Вот он считает, я прав, я все сделал правильно, я сказал все правильно. А женщина должна быть потише, поспокойнее, да, помолчаливее. Ему, кстати, очень невдомек, да, а как вы можете, да, вот так смело выступать против него? И вообще, в принципе, вот с одной стороны, его это убивает, ваша какая-то чрезмерная смелость, а с другой стороны, человек вами восхищается тем, что вы смелая, что вы яркая, что вы ничего не боитесь. И знаете, у вас характер может быть даже вот покруче, чем у него. Вы такая мужественная, вам палец в рот не клади. Знаете, вот он задумался, он думал, что вы, ну, такой, знаете, девочка-цветочек, да, одуванчик, такая вся легкая, воздушная, что вас нужно там хранить, беречь, а оказывается, у вас и зубки острые есть, и оказывается, вы еще и с таким ярким умом умеете очень толково истолковать свою претензию, да, предъявить свою претензию. И, знаете, тут смешанное чувство, да, восхищение со страхом, с недоумением. И он хотел бы это обсудить, ему вообще это интересно, да, вот как вы, имея такую прекрасную, нежную, милую внешность, можете так ярко и активно проявляться. Знаете, восхитили, вот как хотите, вы его восхитили, несмотря на то, что эта ситуация была не самой лучшей в вашей жизни, да, не самый лучший период, но тем не менее, вы заслужили его уважение, вы заслужили его восхищение. Это замечательно. Смотрите, девочки, если ваш мужчина живет рядом со своей семьей, либо он живет в семье, то есть там родители, да, мамы, там бабушки, кто, тети, сестры, то знайте одну вещь, что там его накручивают. Он там все рассказывает, что происходит между вами, все, вот прям подчистую рассказывает, где были, что ели, да, сколько раз поцеловались, все рассказывают, там все знают. И там, вопреки вот вашему, может быть, мнению, женщина взрослая, да, например, старше, чем вы, но она очень мудрая. И эта женщина ему часто дает нагоняя за то, что он где-то неправильно себя ведет. Вы должны это знать. Но, тем не менее, он ее родственник, да, ее сын, либо внук, либо брат, да, она его жалеет. Жалеет, и она желает для него счастья, какого-то вот блага. И эта женщина иногда дает ему какие-то спорные советы. Ну, вы, наверное, замечали по своим отношениям. Сегодня он один, завтра он другой. Ведет себя то замечательно, прекрасно, то как-то странно, ну, с каким-то, может быть, даже гонором. Вот когда эти моменты, это знаете, что ему советуют. Если вы хотите с этим человеком продолжать и иметь счастливые отношения, вам нужно перенять бразды влияния на этого человека себе. Это возможно, потому что ваш человек, он такой внушаемый, я вижу, что им можно управлять, и он привык слушать женщин, там мам, да, ну, кто постарше. У него женщины как будто бы в авторитете. Вот не зря я вам сказала, что, скорее всего, он в такой семье, в атмосфере такой рост. Тогда в семье, где было, например, ну как, доминирование женщины, да, матриархат, где был. Вот, и вы должны это понимать про мужчину. И если вы это поймете и сумеете этого мужчину под себя прогнуть, ну, вы, конечно, извините, что я так говорю, но я более хочу доступно сказать, да, чтобы все меня поняли, то этот брак будет счастливым. Да, мужчина подкаблучник, но вы очень сильная, вы не потерпите оспаривание и конкуренцию в семье. Вы умная, вы самостоятельная, независимая. Вы не будете, вы не классическая женщина, да, такая вот прям матрона, которая сидит дома там с выводком детей, да, там на печи там, значит, щи варятся, и она вся там в стирке, в уборке, дожидается, пока муж придет. Нет, это не ваша история. Вы активная, вы самостоятельная, вы сами себе пробиваете путь в этой жизни. И вы не будете заниматься вот такой вот, ну, домохозяйской работой. Хотя, в принципе, возможно, вы ее и делаете, да, потому что, ну, это обязательство. Все мы женщины, да, и все мы с этим рано или поздно сталкиваемся. Но, тем не менее, вам нужен муж послушный. И этот человек может стать послушным. Он и есть послушный. Но только пока, знаете, как вы у него то ли не в авторитете до конца, да, то ли вы еще, ну, не затмили ту другую, которая им управляет.
Если вы этого мужчину сделаете своим, если вы с ним где-нибудь там уедете, начнете жить где-то отдельно, то знаете, что это будет просто идеальный муж, послушный, добрый, покладистый. Может быть немножечко скучноватый, но тем не менее вы и сама яркая, можете все звезды зажечь. В принципе, вы и сами себя развеселите, если вам это потребуется. Замечательный будет муж. Поругались вы с ним, вы обязательно помиритесь. Помиритесь. Мужчина без вас уже не может. Он на вас залип. Он в вас нуждается. И еще раз говорю, вот такие моменты ваших споров, они идут не с минусом, а с плюсом. То есть моменты притирки, они для вас же хороши тем, что вы этого человека очень поэтапно, не спеша, но покоряете. Скоро полностью его покорите. Будет ваш ручной котик. Простите, что так говорю. Я не хочу никого обидеть. Я просто хочу более вот прям, знаете, доступно все это рассказать. Я вижу хорошие перспективы. Очень хороший. И причем жизнь такая, знаете, у вас может сложиться. Я вижу ваше будущее. Когда мужчина вот весь в работе, у него все мысли про работу, он никого и ничего, кроме работы и вас, дома, семьи, не видит. А вы, моя дорогая девушка, смотрите, какая у вас веселая жизнь. Во-первых, детишки пойдут, да, либо внучата у кого-то пойдут. И женщина будет вести очень активную, продуктивную жизнь. Мужчина будет работать, все женщине носить, а женщина будет вести свою собственную, для нее очень открытую, полезную жизнь. Знаете, перспективные отношения. Мои милые, еще раз говорю, вы поссорились, поругались, это ситуация временная. Он без вас долго не продержится. Ну и вы, я тоже вижу, что он вам очень нравится, и он вас тоже зацепил, и вы в нем уже рассмотрели его потенциал и все те возможности, которые могут дать вам эти отношения. Все правильно вы делаете. Держите его рядом и далеко не отпускайте. Вы знаете, он, можно сказать, завидный жених. Есть и другие, которые на него посматривают, но он выбрал вас. Понимаете, если вы его там отошлете, бросите, либо какую-то паузу слишком сильно затянете, я вас уверяю, может появиться какая-нибудь и другая девушка в его жизни, которая вот такая, знаете, вот смелая, активная, возьмет его в обороты. Поэтому я вам все советы, рекомендации дала. Дальше думайте, поступайте сами. Вы помиритесь буквально вот через несколько дней. У кого-то это займет 5 дней, у кого-то 7. Но примирение будет. И будет очень таким, знаете, теплым, ярким и нежным. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.